национальном митинге, был митинг, где выступил президент и призвал, значит, с этого дня, день 23 февраля, не называть траурным днем. Это день возрождения чеченского народа с этого момента. Было так заявлено и так было сделано. После этого мы все время отмечали день возрождения нашего народа. А для тех, кто в память в этот день можно было, значит, религиозно, значит, делать молты, там какие-то, значит, сакумш давать, так, друг другу вспоминать. Но этот день уже с того момента считается днем возрождения чеченского народа. И те, которые, значит, говорят о том, что это такой-то день, еще, это все же вот эти, которые вот люди не понимают, или, понимая, пытаются нас потихоньку подтянуть под Россию. Вот эти атрибутики снова, вот это, не те гербы, не те флаги, все это нельзя делать. Поэтому я понимаю, что наши люди не все знают, и поэтому надо было бы, чтобы они быстрее поняли. Мы можем сегодня сохраниться как народ, отстоять свою страну, строго держать только той линии, которую избрал наш народ в 90-м году на общенациональном съезде чеченского народа, и потом после этого принята Конституция наша. Вот на этой основе только мы можем двигаться и держаться. Все остальное, как вы видите, не будет воспринято в этом мире и международном праве, и нам, к сожалению, этот вопрос решить никак не удастся в этих условиях. Сегодняшний мир мы видим какой. Посмотрите, что происходит и в Украине, и в других странах мира. Поэтому мы должны быть в этом отношении реалистами, трезвыми смотреть и опираться на решение нашего народа, и на решение нашей власти, которая была избрана нашим народом, и которая уже, когда было в 97 году, были очередные выборы, на этих выборах была избрана очередная власть на основе наших законов, нашей Конституции. И эти выборы были признаны и подтверждены почти 200 наблюдателей, 200 стран мира и миссии ОБСЕ, Организация сотрудничества и безопасности в Европе, 57 стран европейских. Если мы хотим отойти от этого, заявляя какие-то, делая другие задачи, и во главе себя в этих движениях ставя людей одиозных, которые мы знаем, чем они занимаются и чем они занимались все эти годы, поэтому тем самым вы себе делаете плохую в этом смысле рекламу. Я имею в виду тех, кто вот это вот не понимает. А кто понимает, будут вводить нас с вами всех, как говорится, с веревкой на убой. Поэтому нельзя ничего делать то, что может быть в пользу Кремля. Так что подумайте, кто этим занимается или хочет делать это. И тех, которые они приглашают там туда приехать, сюда прийти на митинги, должны этот вопрос там прямо поставить им. Поставить, что это такое, почему вы так себя ведете. И это должно, нами много раз сказано, обоснованно, доказательно. Вся база приведена, что эти самозванцы, эти люди, которые не имеют никаких оснований, которые долгие годы работают практически на Кремль, всеми своими действиями, принимаемыми документами, они не в пользу своего народа. Поэтому мы их призывали откажиться от этого. Они не отказываются, до сих пор вот ведут вот такие вот, продолжают вести свои вот эти вот неправильные, как говорится, решения и действия, выставляя себя как бы представителем нашего народа или властью. Они никакая наша власть, никакие они не представители нашей власти, кто это заявляет.
а наши